Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в гостях у Кассандры Васиной, которая вновь пригласила нас, и сегодня удивит она нас уже не сладкими моментами, да, чем она увлекается, это составлениями сладких букетов. Сегодня мы поговорим с вами о творчестве. И действительно, рисовать портреты дано не каждому. И я, например, глядя на эти работы, даже не знаю, с чего начать. Но, как утверждает Кассандра, рисовать могут все. Главное, чтобы было вдохновение, желание и навыки. Ну, Кассандра, здравствуй еще раз. Здравствуйте, всем привет. Так, ну смотри, вот, к примеру, да, вот она та самая заготовочка. А что это такое вообще, в каком стиле? И немножко расскажи, с чего ты начинала и как ты стала рисовать. Я начала рисовать на самом деле очень неожиданно для себя и для всех вообще моих окружающих, потому что раньше я вообще не рисовала, я очень хотела, но как-то вот я думала, что не судьба. Именно я хотела рисовать в стиле фотореализма. Это вот когда, грубо говоря, на фотографию похож рисунок, а не какая-то там живопись, да? То есть ты берешь фотку и переносишь ее на бумагу? Да, я беру фотографию и начинаю ее переносить на лист. То есть это достаточно кропотливая работа. Работаешь только с карандашом? Работаю только с карандашом, да, краски у меня что-то как-то цвета, вот когда рисуешь портрет, на самом деле думаешь, кожа бежевая, волосы коричневые, на самом деле там и фиолетовый, и зеленый, и оранжевый, и белый, и всякие разные, и у меня глаза, они как-то не могут различать, что в волосах есть розовый Поэтому цвет. мы сегодня рисовать будем в стиле фотореализма, да, Да. и именно карандашом, да? Хорошо, ну вот вообще для меня, как для человека, который не имеет к творчеству никакого отношения, но даже сложно представить, где должны находиться глаза, где должен находиться нос, да, и почему мы пришли именно сегодня к тебе, потому что хотелось бы отметить, что Кассандра является непрофессиональной художницей, то есть она стала рисовать с точки зрения обыкновенного любителя, да, и поэтому донести ей информацию по поводу раскрытия своих талантов, да, проще всего, потому что она начнет рассказывать именно на своем примере, с чего начала, и почему-то пропорции у нее все выходят правильные, да. Вот на фоне этого портрета, да, мы и начнем, наверное, наш рассказ. Да. Когда я рисую, когда я вижу фотографию, да, у меня вообще не возникает, например, вопросов, там, сколько расстояние между глаз, как соблюсти пропорции. Я просто смотрю на фотографию и переношу всю фотографию без каких-то это лично я так делаю, да, без каких-то именно расчетов таких по миллиметрам, да, грубо говоря. То есть ты видишь это все на глаз и делаешь на глаз? Да, это все на глаз, и я вижу картинку целиком, а потом, когда я уже начинаю рисовать эскиз на бумаге, да, то есть зарисовку легкую, такой тук-тук-тук, она у тебя готова, и тогда уже начинается прям вообще максимальнейшая, как это слово, детализация, и тут уже ты начинаешь рисовать каждую точку вообще тела, каждую точку черты лица человека, прям очень-очень кропотливо. Кропотливо. Так, ну хорошо, давай не будем медлить сразу. Что для этого нам понадобится вообще, для того, чтобы, так сказать, стартануть? Самое главное, чтобы в любом случае стартануть нужно желание, наверное. Ну и все, и как в моем случае, это, наверное, просто лист бумаги, может быть, фотография какого-то человека, да, или вы можете попробовать порисовать человека, который сидит рядом с вами, напротив вас. Это вроде бы сложнее, как мне известно, но кто знает, может, вам будет легче наоборот. И карандаши желательно, эскиз можно нарисовать простым карандашом, да, например, у меня тут есть разные карандашики, они вообще подразделяются по жирности. Проще говоря, есть обычный черный, почернее черный, еще чернее черный и так далее. Вот так вот. Это просто говоря. А градация у нас отмечается, насколько я помню, это вот здесь, да? Да, они тут отмечены буковкой Б. Бывает H
и 2B, 3B. Максимальный карандашик у меня был 12B для портретов, но они у меня закончились, я приобрела новый комплект, и там только 8 максимальная. И самая такая изюминка портрета в том, что портрет получится максимально реалистичнее тогда, если в нем максимально чистые будут цвета белого и черного цвета, то есть как можно контрастнее, да, и тогда иллюзия фотографии создается. То есть хотя бы для начала нам нужно приобрести карандаш как можно можно жирнее, приобрести... это 8B, 6B и так далее, да? Да, но это если вы прям имеете цель прям очень красиво нарисовать, но в принципе справиться можно и одним карандашом, как бы регулируя жирность нажатием. Мы же как бы не в одной силе постоянно рисуем, мы можем легонько нарисовать, где-то добавить он будет уже пожирнее. Так, хорошо, то есть карандашики приобрели. Точить нужно постоянно карандаш? Карандаш всегда должен быть острый или не обязательно? Вот это вот вообще очень интересная ситуация. На самом деле профессионалы, да, ну так их назовем, они точат карандаши, как бы у них всегда, вот открываешь их, я вот смотрела, да, всякие видео, они там точат карандашики, у них такие высокие стержни, это все происходит либо ножичком они точат, да, либо какие-то точилки очень такие интересненькие. И так должно быть, по идее, всегда. То есть так удобнее рисовать. Но мне как-то, мне удобно точить, когда я хочу точить, когда мне нужен, допустим, очень острый стержень. Ну и, в принципе-то, и все. В принципе, и все. Но, значит, обязательно нам нужен чистый лист, я так понимаю, да? Да. Я сегодня так в подмастерье. Вот. Ну, допустим, чистый лист вот это, да? Да. Хорошо. Так, вот выбираем формат, да? Ну, вот это примерно А4, да? А4, да. А4, формат А4. Хочу нарисовать вот такого симпатичного парня. Кстати говоря, это ваш супруг. Это мой муж. Да, это муж. Вот я, значит, взяла его фотографию, где вот он с таким определенным жестом, и я должна фотография же не такого размера была. Да, она была маленькая. Хорошо. Дальше на самом листе как распределить вот этот тот самый масштаб? Интересный, конечно, вопрос. Я, так как, ну, как бы любитель и делаю все чисто по интуиции, я как бы даже не оцифровывала эти моменты, но, допустим, попробуем сейчас представить, да, не буду я сильно рисовать здесь, примерно, да, ну, это, наверное, просто расчет, это пропорции и примерное понимание листа, то есть у вас, допустим, ну, возьмем, например, этот формат, да, не будем говорить про саму фотку. Тут А4 и у нас А4, грубо говоря, да. Можно примерно разделить лист пополам или на четвертинки, да, раз, два, три, четыре. И у вас здесь идет расстояние, да, то есть вот у вас уголок, он здесь, мы же дублируем. И, допустим, отсюда начинается уже, ну, образ человека, да, то есть это примерно вот тут. И вы постепенно вот так вот поэтапно спускаетесь, допустим, она сколько, да, сантиметров, чуть не сказала, ну, как это, размер какой, да, ну, примерно здесь заканчивается. И вы начинаете вот так вот все прорисовывать, лицо, например, тут, ширина лица, допустим, такая. И потихоньку вас же никто как бы не осуждает, вы можете все корректировать, тем более, когда вы уже сделаете эскиз, вы сможете сами посмотреть, ну, похоже или нет, если что-то вы подправляете, как бы, ну, и, в принципе-то, и все. Ну вот, значит, основные контуры, да, мы должны высоту, ширину контур отметить, вот, что ты делаешь далее? Да, потом вы уже углубляетесь в детали, то есть вы смотрите, вот на самом деле, да, когда я рисую, я больше, вот, повторюсь, уделяю внимание не именно вот этим всем диагоналям, да, вот как принято рисовать, что тут одно расстояние, оно тут одинаковое. Я обращаю внимание на, наверное, как бы это сказать-то, на жизнь человека, наверное. Я смотрю на него как на личность. И при отрисовке, особенно глаза же это зеркало души, да, я смотрю на эти глаза, и я думаю, о чем думает человек, как живет человек, чего он хочет, чего ему не хватает. Не знаю, вот у меня вот так. И посредством этого ты погружаешься в атмосферу человека и уже начинаешь рисовать вот просто, ну, само по себе. Вот, ну и потом уже ты смотришь там
Так, хорошо. Что? Ну давай, пока ты будешь рассказывать про свои вот эти душевные составляющие, примерно первый твой эскиз, ну как он должен выглядеть по уму? Ну, с твоей Ну, точки зрения. вообще, по идее, да, я бы не стала рисовать его карандашом 6B, потому что он жирный. Жирные карандашики, они стираются сложнее, да, потому что они концентрированнее. Ну, обычно я, где он, рисую эскиз 3B карандашиком. Вот он. И желательно заточить его поострее, чтобы линии были потоньше, либо если вы хотите более картинку увидеть уже складную, похожую, да, на портрет, на что-то живое, то можно и потупее карандашиком нарисовать. Ну и просто вы берете и ведете линии. Не буду, да, особо тут прям детально рисовать, но, грубо говоря, вот у нас пошло лицо, тут у нас, допустим, плечо. Здесь вот у нас веревочка от кофточки, кофта закончилась, рука пошла здесь где-то, тут пальчики, тут закончилось, тут как раз у нас начинается козырек, примерно пониже будет, тут кофта, чик, так у нас тут рука, тут она где-то у нас. То есть вначале вот набросок первый такой, да? Да. Хорошо. У меня лично он такой. А дальше что ты? Дальше ты продолжаешь отрабатывать что? Дальше я начинаю уже смотреть детально на линии. То есть, например, посмотрим, да, на него. Линия лица, она же у нас, ну, как бы не прямо идет, да, здесь идет такой полусгиб. И я начинаю вот по этому своему эскизу вести этот полусгиб. То есть поверх тех линий ты не стираешь те линии? Нет, пока что я не стираю. Я не знаю, Хорошо. как делают другие, но у меня так. И потом, допустим, да, сразу рассмотрим именно эту деталь. Потом я начинаю смотреть, ну, представим, что это оригинал фотка, да, насколько вот здесь уклон, прям вот я прям смотрю, вот здесь именно начинается вот это вот миллиметры, да, сантиметры. Я смотрю, насколько, откуда она начинается, как вообще протекает. То есть, допустим, начало не здесь, а на миллиметр дальше, да. И то есть линия получается, если мы увеличим не вот такая, а вот такая, как бы при увеличении. И вот эту всю детализацию я сижу и рисую очень долго, пока мне не понравится результат, и как бы ведем вот дальше. Тут, например, у нас, кажется, не сразу идет, а тут, допустим, есть какой-то бугорок, да, а потом только он переходит уже в линию скулы и так далее. Вот так, да? Ну, очень сложный процесс. Для меня даже просто говорить об этом сложно. Хорошо. И это вот, значит, дальше ты отрабатываешь контур, да, лица? Да. Затем что после контура лица? После контура лица у меня начинаются сразу глаза, потому что по глазам я пойму, похоже или нет, а потом уже все остальное. Хорошо. При нарисовании глаз, вот расстановке глаз, глубины, посадка и так далее, на что нужно обращать внимание? Наверное, на настроение глаз в первую очередь. Какие они, да, то есть хмурые, открытые, радостные, о чем они нам говорят. И сначала метим примерно, да, расстановку анатомии человека. И начинается глаз. И я начинаю рисовать со зрачка. В зрачке как бы вся сила. Вся сила, да? Вся сила и вся красота. И, допустим, мы начинаем рисовать вот так вот. Я не делаю это прямо вот очень четко сразу. Вот тут у нас глаз, и вот значит там глаз. А может я ошибаюсь, может он на сантиметр дальше. Да, я это уже буду смотреть, когда будет чуть-чуть побольше штрихов. Вот, допустим, глаз нарисовали. И немножко создаем ему как бы окантовку, да, не сразу такую, как у человеческого глаза, да, я это делаю просто как бы, чтобы не заступать за границы и знать примерно. И потом мы начинаем уже Веки. выводить, да, внутреннее веко, верхнее. И смотрим, допустим, зрачок, какое расстояние у него, то есть есть ли там расстояние, там, грубо говоря, белок видно или нет, или сразу, допустим, у нас тут веко начинается, да, или может оно у нас повыше, вдруг у человека какие-то приоткрытые глаза, да, вот, мы на все это смотрим и, ну, начинаем рисовать, создавать его здесь.
Так, с глазами, ну, вроде бы проработали. Теперь вот Да. та самая теневая растушевка, или как это правильно сказать, если Да. взять все-таки макияж, да? Ага. Вот как ты все это дело-то размазываешь, и вообще, как нужно правильно пользоваться резинкой? Да, вот, потому что все-таки, наверное, в такой тонкой работе, ну, чуть-чуть не там сделал, да, все, можно удалить то, что, в принципе, сложно потом будет вернуть. Да, на самом деле я слышала, что резинкой вообще пользоваться это как бы не очень хорошо, растушевывать пальцем это тоже как бы не очень хорошо, но я рисую так, как мне хочется, как мне интересно, и получаю результат, который мне нравится, и при этом я не думаю, то, что ой, я сейчас пальчиком подотру, да что-то пойдет не так, будет плохо. Конечно, это надо делать аккуратно, потому что чисто механически, когда вы протираете, допустим, делаете штрих и начинаете тереть его пальцем, ну, как бы у вас на пальцах остается, вы дальше это будете рисовать, и, допустим, здесь у вас есть пигмент, и вы можете замарать какую-то часть вашего рисунка. При тушевке на средней, на ее стадии, так скажем, вот так вот делать, да, действительно опасно, потому что могут возникнуть пятна. Ну, опять-таки, как в макияже, да, ты нанесла тень, если ты нанесешь сверху, но это надо сделать очень прямо, очень трепетно. Вот, и... Ну, ты как растушевываешь? Я растушевываю вообще либо ватными палочками, либо пальчиком, либо ватными дисками. Когда я, допустим, делаю тон кожи, я просто беру ватный диск и провожусь вот так вот. У меня создается холст такого нежно-серенького оттенка, поверх которого уже я начинаю расставлять акценты в виде теней. И растушевка происходит у меня либо ватным диском, ватными палочками можно делать растушевку, и такой третий вариант, которым я очень часто пользуюсь, но на самом деле растушевка не может происходить только ватным диском, да, у нас очень разные детали при отрисовке, и поэтому пользуемся всеми сразу. Я, допустим, при использовании именно такой шпажки, я не знаю, почему именно шпажка, да, можете взять что-то просто прямое, такое вот тонкое, похожее, беру кусочек ватного диска и наматываю его сюда. И у меня получается тоже ватная палочка, но такая более очень точечная, очень тонкая, которая позволяет мне сделать растушевку, например, внутри зрачка. Там у нас очень как бы маленький формат, поэтому тут понадобится, если ватной палочкой, допустим, я начну это делать, у меня смажется и зрачок, и века, и все на свете, поэтому тут важно точечно действовать. Значит, все-таки мы смотрим, лицо-то у нас практически все серое, да? То есть ты замазываешь сразу все лицо тонким Я серым замазываю, цветом? да, сначала это делается, допустим, карандашиком, ну, 2B, да, 2-3B. Мы делаем, представим, что у нас тут уже готовый эскиз, я веду его вот таким образом. Веду, провела, допустим, так все лицо, и начинается такая тушевочка. Лицо становится немножко такого серенького цвета. Это уже поверх прокрашенных глаз, носа и Да, все дела, это да? уже все, неважно, что там, просто А только вот в одном направлении или в разном? Ну, лучше в одном. В одном, да? Но вообще, конечно, можно сделать крест-накрест. Делаю так, кстати, да. Ну, то есть потом здесь, вот так допустим, вот. у нас был правильный нос, правильные глаза, но ты же в этот момент уже растушевываешь и правильные глаза, и правильный нос? Да, то есть все, что тут есть, да, представим, что тут уже вот почти вот то же самое, да, просто в образе линий, и я прям сверху этого всего, вот этот вот процесс начинается, то есть не надо бояться там что-то, что что-то сдвинется, да, куда-то глаз пойдет не туда. Ну, конечно, давить не надо сильно, просто мы создаем для себя тон, как сказать, самый светлый тон лица, поверх которого будут накладываться уже тени. То есть это уже вот эти самые темные участки под это глазами, вот допустим, да. мешки, да? То есть вот тут у нас постоянно тени образуются, да, у человека. Вот здесь, под глазами, допустим, от пальца у нас тень есть. Тень у нас бывает, ну здесь, допустим, нету, но от одежды. То есть все, что есть вокруг, оно нам создает теневые стороны, части. Как работать с носом? Мне кажется, такая очень интересная тоже тема. Ой, нос Нос это... всегда прямой.
Нос не всегда прямой. Как ты работаешь с носом? Вот здесь советы. Нос вообще очень сложно рисовать. Я когда начинала рисовать, самое сложное для меня было губы. Нос я как-то рисовала автоматически и не обращала на него много внимания. Когда у меня губы начали более-менее получаться, начались у меня уже большие требования к носу. Вот, допустим, здесь на фоне этого носа. Ну вот с чего как ты начинаешь? Это очень, конечно, вообще. Сначала, конечно, смотрим вообще, где он начинается, да, примерно здесь, где он заканчивается. То есть губа у нас тут, над губой у нас, то есть над линией губы тут у нас верхняя губа, тут вот пошло, и тут, допустим, нос закончился. То есть примерно понимаем, что он у нас такого масштаба, да. Его ширина, то есть смотрим мы не смотрим, допустим, здесь, да, насколько он широкий, мы смотрим, мы сейчас будем отрисовывать вот эту нижнюю часть, поэтому мы смотрим сюда, то есть где у нас заканчиваются, как это сказать? Ноздри. Да, они примерно у нас, вот где-то здесь, да, закончились. Потом мы смотрим, он же как бы человек, мой муж, он смотрит не прямо, то есть это не фотография, как на паспорт, да, где все в принципе-то логично. Ракурс — это такие тонкости, что все меняется здесь из-за ракурса. То есть тут ноздря будет больше, например, чем здесь, потому что та отведена, во-первых, назад, и из-за этого у нее еще будет тени побольше. То есть мы смотрим, где примерно у нас середина носа. Середина носа у нас будет, получается, не здесь, а она немножко будет смещена, чуть-чуть совсем. И уже мы начинаем, смотрим, где у нас вот эта вот часть носа, тоже примерно ее намечаем. И отсюда уже идет вот строение анатомическое. А выводишь вот эту перегородку как? Я ее не вывожу, я ее просто для себя, например, намечаю, чтобы я сама понимала, да, как ко мне стоит предмет, который я рисую, да, нос в данном случае. И потом при тушевке, при создании теней, эта линия, она у меня, вы, конечно, там сильно прям вот так не рисуете полосу, да, просто чтобы вам было видно. Она сама по себе растушуется при вот уже отделке, так скажем. Да, вот это вот мы можем увидеть конкретно на твоей предыдущей работе, да. А здесь мы видели, как вот, допустим, был глаз один сделан, другой не сделан, да? Где вот, допустим, вот. Обратите внимание, вот на этой работе крупным планом сейчас покажет нам оператор, да, вот. По девочке вот расскажи, как вот здесь уже есть теневая растушевка глаза, здесь нет, да? На одном. Да, и то она здесь выполнена как бы просто, как сказать, в базовой своей составляющей. Потом это все будет еще оживляться, и еще кучу раз оживляться. Но тут, допустим, есть уже немножечко теней, вот, которые идут над глазом, есть немножко на веке, на нижнем веке, немножко присутствует растушевка внутри глаза. И вот посмотрите, да, если бы я, допустим, этой палочкой делала растушевку, то есть тут захватывается вообще весь глаз. И как раз-таки именно про эти моменты я говорила, когда вам будет удобнее делать растушевку вот такой вот тоненькой штучкой, это будет полезно, да. Хорошо. Так, ну, в принципе, да, все основы-то нам ясны. Но самое сложное, с чем работать при рисовании портрета, это? Это, наверное, настроение человека, чтобы портрет, мы же как бы рисуем определенного человека, да, и мы не можем получить его на выходе другого человека. То есть это настроение, это, скорее всего, да, составляющая такая, которая... Конечно, внешнее сходство очень важно, но если человек будет просто похож внешне, да, и я лично вижу это по своим работам по портрету, когда я рисую, что я не дожала, например, настроение, не дожала характер человека, не выразила до конца. Допустим, я это вижу, и для меня это самое важное, чтобы человек был похож именно внутренне на себя, и как бы, как это сказать-то? Ты рисуешь конкретную личность, а не просто берешь и переводишь, вот, копировать, вот, вставить. Да. Хорошо, а фото ты берешь носитель на чем? На электронный или тебе важно, чтобы он был распечатан? С распечатанного, кажется, я даже не пробовала рисовать. Это было один раз в детстве.
ну не в детстве, да, сколько мне лет было, я сейчас точно не скажу, может 11. И я тогда в первый раз, кажется, нарисовала, кстати, свой рисунок, но не обратила вообще на это никакого внимания. Я так классно его срисовала, там была моя детская фотография, я сидела такая в шляпке, на диване, маленькая девочка, ну на фотографии мне было там, не знаю, года 4, наверное, а мне было на тот момент 11 лет. Это была одна из моих любимых фотографий, я сидела на диване, сзади ковер, вот эти вот все СССР времена, старая фотография. Я взяла лист А4 и начала ее рисовать. Не знаю, по каким побуждениям, может, слишком нравилась фотография, и она у меня так хорошо получилась, но я подумала, что, ну, я же нарисовала, ну, мне нравится, ну, наверное, как бы ничего это не значит, и все. Было бы круто рисовать, и на этом мысли закончились. Ну, то есть с детства, да, у тебя так ну, рисование? Я было очень почему? хотела, наверное, внутренне просто рисовать, но я это не практиковала. Я помню, я нарисовала Пушкина в садике, и, к сожалению, портрет не сохранился, даже ни фотографии, ничего. И его повесили в садике в нашей группе на стену. При входе как бы двери открываются, ты заходишь, и там вот портрет. Это было очень круто. То Вообще. есть в памяти осталось Да. тогда. Но, а вообще ты берешь телефон, просто кладешь рядом с собой эту фотографию, да? Да. Используешь ли ты какие-то программы или просто ты увеличиваешь и приближаешь, удаляешь, приближаешь, удаляешь? Я могу использовать, допустим, программу фильтра перевода фотографий в черно-белый вариант, потому что я рисую в черно-белом варианте, и это будет экономия времени для вас. То есть вы Тени сразу все. да, сразу там все превращается, грубо говоря, в портрет, и вы уже быстрее ориентируетесь в рисунке своем. То есть, ну, от ластика мы отказываемся или все-таки иногда ты используешь? Ластик, на самом деле, я очень часто использую. Вообще постоянно я рисую линию, стираю ее ластиком, еще раз рисую эту линию, к этой линии рисую другую линию, опять начинается ластик, потому что тут прям отрисовка идет такая детальная, что ну, с первого раза вот так нарисовать не совсем реально. Очень сложно, да? Ну что, дорогие друзья, время нашего эфира на этом подходит к концу. Конечно, мы не смогли бы успеть нарисовать полный портрет, потому что Да. примерно сколько занимает? Ну, примерно 7 часов. Вот такая кропотливая работа, но это уникально, это эксклюзивно. И самое главное, мы всегда говорим, главное было бы желание. И Да. пробуйте, пробуйте. Да, пробуйте. И, возможно, советы Кассандры Васиной сегодня вам пригодятся, хотя бы вот как разместить, куда посмотреть. Все это словами просто обыкновенного человека, который когда-то попробовал, а сейчас занимается этим на постоянной основе, и у нее неплохо получается, потому что вы видели ее работы сегодня в нашем эфире. И спасибо тебе за то, что пригласила, и, конечно, желаем тебе творческого того вдохновения. Спасибо вам, спасибо всем, спасибо.